Читаем газету «Канаш» от 13 апреля 2018 года под номером 26. Статья «Ты в мире не одинок, и это правда». Женщина стояла, опустив руки, не вытирая слез, и только все повторяла: «Храни вас Господь, спасибо». Ее муж и дом сгорели в одночасье. Погорельцам из Батарева тогда канашские волонтеры собрали 5500 рублей, привезли постельное белье, одежду, продукты. А женщина все никак не могла понять. Даже имени не сказали, просто приехали и помогли. Почти 3 года – немалый срок, если вспомнить всех, кому оказали помощь, поддержали добрым словом и добрым делом. Хорошие люди нашего города собрались вместе. Местом притяжения стал Центр образования и комплексного сопровождения детей. Он расположен в здании бывшего интерната, что очень символично. Зачем? Просто однажды им стало ясно, что самые уязвимые, самые маленькие люди нашего города – дети из неблагополучных, приемных, социально неустроенных семей, дети с нарушениями двигательной активности, не очень здоровые и совсем несчастливые, очень нуждаются в опоре. Так тревожен, так неустойчив их мир, что если не на что будет им опереться, если никто не представит надежное плечо, упадут. Гульнара Иванова тогда разместила всего одно объявление о наборе волонтеров в соцсети. Всего одно. А откликнулось столько хороших людей. Сначала это были подростки. Такая задумка: дети работают с детьми, помогают социализации друг друга, помогают осознанию. Мы все равны. Каждый из нас хочет быть счастливым, любимым. К занятиям подключились родители. Так возник замечательный клуб «Навстречу друг другу». Уже в этом году он расширил свои границы. К работе клуба с новыми силами, новыми возможностями, со своими большими сердцами подключились социальные волонтеры 18+. У каждого из них своя, иногда грустная, иногда трагичная, иногда очень добрая и поучительная история. Их объединяет одно – желание, чтобы этот мир был чуточку добрее, а значит красивее и справедливее. Каждый из них проходил свой путь активного доброделания. Вместе с ними этот гигантский опыт проходят их семьи, дети, мужья. Вот лишь один очень трогательный пример. Муж одной из участниц категорически не принимал социальную активность жены. Бурчал, когда дома видел огромные пакеты вещей и продуктов, предназначенных в помощь. Был недоволен, когда жена срывалась в любое время суток и мчалась туда, где была нужна ее помощь, к погорельцам, матерям-одиночкам, детям с пьющими родителями. Но однажды подвез пакеты в машине, помог донести их до дома. А там голодный босой малыш неуверенно топал ножками по грязному полу и слюнявил беззубым ртом корочку хлеба, единственное, чем его в этот день накормили. Когда все пакеты с едой и детскими вещами, собранными для этой семьи, отнесли в дом, мужчина вернулся к машине и достал купленное для его собственных детей. На вопросительный взгляд жены уверенно ответил: «Им нужнее». Так началась новая добрая история. Активных волонтеров клуба не больше 20, но тех, кто всегда готов отозваться на призыв о помощи, много больше, сотни раз больше. Кто-то из них предпочитает оставаться в тени, кто-то помогает деньгами, продуктами, необходимыми вещами, многие посильным трудом. Например, зимой прошла замечательная акция помощи, когда взрослые, дети, молодежь выходили убирать снег, носить дрова пожилым и инвалидам. За это время многие научились жить осознанно. Строго спрашивать себя, учить детей не нанизательным словом, а собственным примером. Перестали реагировать на недоброе мнение других. Конечно, ведь рядом друзья, те, кто разделяет мои мысли, чувства, тревоги, радости, такие, как я. Если однажды на тебя обрушилась беда, придавила всей своей адской силой и нет мочи терпеть, и некому обратиться за помощью, родные далеко или их уже нет в живых, как справиться с горем, болью, одиночеством одному? Вот что советуют мои собеседницы. Активные члены волонтерского клуба «Навстречу друг другу» Гуля Иванова, Юля Садыкова, Зоя Орлова. Если беда пришла, не надо замыкаться в беде. Пришла беда, придет и помощь. Еще очень важно правильно расставлять приоритеты. Иногда мы не в состоянии оценить то, что имеем. А ведь главное, дети сыты, здоровы, есть крыша над головой. Ты в мире не одинок, и это правда. А если ты нуждаешься в поддержке или наоборот хочешь ей поделиться, просто знай, что есть маленькая площадка для веры. Ее адреса: улица Московская, дом 19. Здесь телефон 2 17 48. Улица 30 лет Чувашии, дом 2. 8 937 950 08 08. И телефон Viber 8 900 334 30 90. Здесь всегда услышат ваш СОС и с радостью примут новых друзей клуба навстречу друг другу. Статью подготовила Светлана Кузнецова. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.